Всем привет, дорогие друзья и читатели! 2 года каникул. Звучит круто, не так ли? А земля серебряных яблок? Звучит вкусно. Это не простой набор слов, а книги, о которых я вам сегодня расскажу. Они напечатаны рельефно-точечным шрифтом Брайля. Жюль Верн «2 года каникул» в 4 книгах, а Нэнси Фармер «Земля серебряных яблок» в 5. Ребятки, наверное, каждый из вас хотел бы хоть на чуточку продлить свои каникулы, правда же? А вот в книге все получилось неожиданно. Мальчишки из пансиона Черман решили провести каникулы в морском путешествии. Изначально все шло как положено, а потом по вине Жака они попали в шторм. Им было тяжело, потому что старшим на судне было 14, а младшим 8 и 9 лет. Несмотря на это, они пережили испытания вполне сносно. Самым удачным из всего случившегося было то, что они попали в необитаемый остров. Так как остров был необитаем, им приходится выживать любым способом. Здесь их смекалка и знания стали лучшими друзьями. Сначала они дали название острову и всему, что там было. Остров назвали в честь пансиона Черман. Чтобы была еда, они ловили рыбу, охотились, добывали из растений необходимые вещества. За это время у них было 2 командира – Гордон и Бриан, брат Жака. Здесь все старались поддерживать мир, и только под самый конец им помешали. И кто, как думаете? Эта книга расскажет вам, как выжить и пройти все испытания, быть сильными духом, использовать свой ум в правильном направлении. Следующая на очереди книга Нэнси Фармер «Земля серебряных яблок». Это 2 книга из серии «Зеленое солнце». Главный герой Джек, и ему 13 лет. В этом возрасте он уже считался взрослым мужчиной. Барт по прозвищу Драконий Язык был его учителем. Алдита и Джайлз – родители Джека и Люси. Начинается все с того, что все собрались встретить День Святой Люции, и для этого нужна девочка, чье сердце было бы наполнено светом, который она передаст всем. Такою являлась Люси, сестренка Джека. По крайней мере, все так думали. Но все пошло не так. Люси была избалованной. И в день Святой Люции она заупрямилась и надела ожерелье. Как раз это и было ошибкой, потому что металл нельзя носить во время ритуала. Они считали, что весь год из-за этого будет неудачным. Но радовало то, что свечу зажгла Пега, достойная и добрая душой рабыня. Джек сам когда-то был рабом, так что он понимал ее. И выкупив Пегу, он дал ей свободу. Отец Джека расскажет им правду о Люси, и по этой причине он с отцом, Пегой и Торгель отправляются в путешествие. По дороге они пережили много приключений и встретили разных существ. И, наконец, они приходят в землю серебряных яблок, где время не идет, а стоит на месте. А что будет дальше, вы узнаете, когда прочтете «Землю серебряных яблок». Ну вот, теперь пора прощаться. Всем удачи и до следующих встреч! Ждем вас в гости в нашей любимой библиотеке.